Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии почтили память защитников страны, ценой жизни которых выстояло независимое государство Республика Абхазия. Первый за десятилетие рейс из Санкт-Петербурга прибыл в аэропорт Сухума. Предприятия по переработке ореха-фундука в Тхорчалском и Галском районах испытывают нехватку сырья. Несмотря на его общий достаток в республике, на место выехал министр сельского хозяйства. 14 августа в Абхазии отмечают День памяти защитников Отечества. В Сухуме с утра в парке Славы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Цветы также были возложены к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзенба в селе Нижняя Ишера. В памятных мероприятиях принял участие президент Бадрагунба. 14 августа 1992 года в небе над Сухумом появился вертолет. Это были войска Госсовета Грузии. 33 года назад жизнь абхазского народа разделилась на до и после. Сотни убитых, тысячи раненых и без вести пропавших. Страну в один из самых тяжелых периодов возглавил Владислав Ардзенба. Это была обычная пятница 92-го, которая вмиг превратилась в кровавую. Внезапно по людям ударил свинцовый град, а грузинские гвардейцы на десятках танках зашли в столицу. Началось страшное. Планы на будущее сотен людей разрушились. Еще вчерашние школьники облачились в военную форму. На защиту Родины встали старый млад. Когда началась война, Мзии Самсония было всего 22 года. Девушка ушла на фронт и встретила победу на площади Свободы у горящего здания Совмина. Тогда кто думал, что война примет такой масштаб? Наша страна выстояла эту победу, эту независимость благодаря наших ребят, наших девчат. Светлая и вечная память им. Вначале была надежда на то, что все быстро закончится, но впереди Абхазию ждали 413 тяжелых и кровопролитных дней войны. Сразу же начались грабежи, мародерство, зверские убийства, насилие. Ведь ворвавшиеся в Абхазию грузинские войска были группами мародеров и преступников. А главным планом этой операции – Абхазия без абхазов. Сказать, что совсем мы не ждали войну, это неправильно будет. Где-то в подсознании было, что это когда-то наступит, но никто не ожидал в этот день, потому что ничто не предвещало этого. Настолько все мирно было. Они, конечно, хитрили, наши враги, нас успокаивали. И вот, когда это случилось, но для всех людей народа Абхазии это было настолько неожиданно, но вот наш народ в тяжелые дни всегда умеет быстро собираться. Вот это и случилось, что мы все быстро объединились. Память героев у мемориала в парке Славы и первого президента Абхазии Владислава Ардзенба почтили глава государства Бадрагунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты парламента, ветераны войны, военнослужащие абхазской армии, добровольцы, общественность. Первыми цветы возлагают матери погибших защитников Родины, те, кто отдал самое дорогое, ждал, верил и надеялся. 33 года тому назад в этот день началась Отечественная война народа Абхазии. Война, которая принесла огромное горе народу Абхазии. Тысячи погибших ребят, защищавших свою родину, отстоявших право и свободу жить на своей собственной земле, развивать свою собственную страну, жить в независимом, суверенном государстве. Трагическая дата навсегда останется в памяти и в истории народа Абхазии. Мы о ней никогда не забудем. Сегодня здесь мы видим наших братьев-добровольцев, которые пришли в самый тяжелый период времени. Именно единение, сплочение вокруг идеи сохранения народа Абхазии и абхазского государства сберегло нас и сохранило наш народ. Мы никогда не забудем о сегодняшнем трагичном дне и никогда не забудем тех ребят, которых мы потеряли в этой войне.
Помогать абхазскому народу на второй день войны горными тропами через перевалы прибыли добровольцы из Северного Кавказа и Юга России. Это было масштабное добровольческое движение. В одной группе шли люди разных национальностей и вероисповеданий, но их объединяла одна цель – защита Апсны. То, что мы здесь увидели, что прошел абхазский народ, дай бог, чтобы ни один народ не видел. Дух большой у народа абхазов. Я это от души говорю, что я видел это такой низкий поклон женщинам Абхазии. Это, я не знаю, я таких людей очень мало видел, еще сам молодой был, 25-26 лет. Поэтому очень трагический день для абхазского народа, чтобы такой день никогда больше не видел абхазский народ. Особенно важно рассказывать о событиях тех дней подрастающему поколению. Эта ответственная миссия возложена на учителей, отмечают педагоги. Потому что дети, продолжатели нашей памяти, они должны знать о своих героях, о тех, кто сложил головы за нашу свободу, за наш сегодняшний цветущий мир. Мы рассказываем, конечно же, детям о нашем лидере Владиславе Григорьевиче Ардзенба, который покоится здесь же, а он хотел, чтобы он лежал там, где лежат его солдаты. Те, которые встали с ним рядом в такой важный и ответственный момент, в судьбоносный момент. И я думаю, что дети понесут дальше эту память и в следующие поколения. Я хочу просто сказать, что они с большим воодушевлением всегда приходят к этому памятнику. Победа была одержана после череды кровопролитных наступлений, операций и потерь. 30 сентября 1993 года враг бежал. Так провалился главный план грузинских оккупантов – Абхазия без абхазов. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Бадрагунба обратился к соотечественникам в связи с 33-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии. Президент отметил, что благодаря героям, ценой жизни отстоявших право абхазского народа жить и развиваться на своей земле, сегодня мы живем в свободном и независимом государстве. Наша главная задача – быть достойными этой памяти. Мы обязаны бережно хранить нашу государственность, укреплять ее основы, развивать нашу культуру и экономику. Мы должны строить сильную и процветающую Абхазию, говорится в обращении главы государства. Ровно 33 года назад войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию нашей республики. Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и ночей и унесла жизни тысяч сыновей и дочерей Абхазии, Северного Кавказа и Юга России, представителей зарубежной диаспоры. Хроника событий 14 августа в материале Лены Лолуа. 14 августа 1992 год. Жаркий летний день. Самый пик курортного сезона. В сухумских кафешках музыка. На пляже полно загорающих. Этот день мог стать самым обычным днем перед выходными. Но безмятежность нарушил грузинский вертолет, прилетевший из ниоткуда и начавший хладнокровно обстреливать пляж. В этот день война вошла в жизнь каждого. Вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию кардинально изменило жизни тысяч мирных граждан, неся с собой горе, разрушения и невосполнимые потери. Ощущение войны витало в воздухе, но ее начало все равно стало неожиданностью, и уж тем более никто не думал, что это надолго. Навсегда в новейшей истории Абхазии это день в календаре, день памяти защитников Отечества. В ночь с 13 на 14 августа механизированный батальон грузинской армии в количестве 1000 человек на 5 танках, вертолете с 10 пушками пересекли границу Грузии и вошли на территорию Абхазии. План вторжения в Абхазию носил кодовое название «Меч» и был осуществлен через 2 недели после принятия Грузии в ООН. Наступающих было не менее 2000 пехоты и до 60 единиц бронетехники. С воздуха военную колонну прикрывали боевые вертолеты.
В 12 часов дня грузинские войска были остановлены в районе Красного моста. Мост был перекрыт и заминирован бойцами отдельного полка внутренних войск. Сюда же стали стекаться мирные жители, готовые оказать сопротивление врагу. Из оружия у них охотничье ружье и бутылки с зажигательной смесью. Но даже с таким нехитрым арсеналом удалось подбить один танк. Первый абхазский трофей. Еще 2 грузинских танка были подожжены. Грузинское руководство не ожидало встретить отчаянное сопротивление абхазов. План молниеносной войны провалился. Сейчас надо каждому встать. Каждому встать, взять в руки оружие и защитить нашу родину. Другого выхода у нас нету. Или мы здесь все положим головы, или же мы отстоим нашу родину. колоны и кургалны брахер хорханигу. Шагатанка огиха информация шум рация усом. Багатанк хуку брахите баш жабага батаяр бардем кугубрхи. Полковник Владимир Аржба на момент начала войны был командиром Агудзерского батальона отдельного полка внутренних войск. В одном из своих последних интервью он вспоминает о первых днях войны и о том, как организовывалась оборона на Красном мосту. На Красном мосту попытались здесь организовать оборону. Гиви Камугович как раз тогда подошел, Цугба Вахтанг был. Вот, и начали вот здесь вот какую-то имитацию обороны и договорились так. Я муж не оставил, сам сказал, что я поеду в батальон опять и по рации, потому что, раз здесь бои, люди не могли бы, мой батальон не смогут сюда прорваться. А вообще зона ответственности батальона была восточная. Вот, я поехал опять в полк, опять вышел по рации на Нурика и сказал, говорю, сюда, говорю, не двигайтесь, тогда, говорю, кого сможете собраться в кулак и двигаться в сторону Творчала. Часть разведвзвода моего, вот Бесик Джеля, это командир разведвзвода, значит, находился здесь. Ребята, офицеры, которые служили у меня, кто, будем говорить так, увольнение, кто просто по больничному, просто в городе был. Вот я, говорю, собралось нас где-то человек 35, вот, и вот они подошли ко мне, говорят, что танк на Белом мосту. Вот, и я даю команду Бесика Джелия. Гранатомет был у Вахтанга Гвинджия, но у него проблема, у него мениск или что-то такое, он бегать не мог толком. И у нас было всего 3 гранаты. Владислав Арзымба в течение нескольких дней никак не мог дозвониться по правительственной связи до президента России Бориса Ельцина. Его призывы к Москве, ООН, ко всему миру вмешаться в конфликт остались без ответа. Но никто сдаваться не собирался. В первый же день войны Президиум Верховного Совета Абхазии объявил мобилизацию взрослого населения от 18 до 40 лет и передачу оружия в полк внутренних войск Абхазии. В данный момент проведена мобилизация всего гражданского населения в Республике Абхазия. Проводится. Лично прибывает полк, где формируются на отряды, группы и выделяется для перекрытия святых рубежей Республики Абхазия. Известное телеобращение председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Арзымба к народу прозвучало в полдень 14 августа. Он призывал к сопротивлению. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. На 3-й день войны абхазским ополченцам пришлось оставить позиции на Красном мосту. Сухум по ранее достигнутым договоренностям должен был остаться демилитаризованной зоной. Абхазы вывели свои формирования из города, но никакого отвода грузинских войск в село Багмаран не случилось, и 18 августа грузинские войска без боя вошли в центр Сухума. В городе начался обстрел жилых кварталов, грабежи, убийства и издевательства над мирным населением. Абхазы же начали формировать оборонительные рубежи на Гумистинском и Гагарском направлениях.
Грузия заявляла, что ввела войска для охраны абхазского участка железной дороги, где якобы систематически происходили подрывы транзитных железнодорожных составов и хищения грузов. Но на самом деле, по словам историка Аслана Авицба, подрывов на абхазской железной дороге было всего 3, да и то на участке, контролируемом звядистами в Галском районе. Грузинам просто нужен был повод, и они его нашли. Но потом они, как помните, отказывались. Они поэтапно выдвигали причины ввода войск. Там, освобождение грузинских заложников, которых взяли в плен в Челенджихе, взяли в плен там звядисты. Потом их завезли в Гали. Потом их в тот же день освободили, но почему-то войска не вывели. Абхазские вооруженные ополчения приобретали в боях слаженность и опыт. С 11 октября 1992 года это уже не было ополчение, а Министерство обороны с генеральным штабом. 413 дней народ Абхазии вел освободительную войну. Сухум был освобожден 27 сентября 1993 года, а 30 сентября армия Абхазии вышла на государственную границу с Грузией. Безвозвратные людские потери составили до 2000 погибших. Память о тех событиях живет в архивных документах и воспоминаниях очевидцев, напоминая о цене победы и цене мира, в котором мы живем. К народу Абхазии в памятный день 14 августа обратился спикер парламента Лаша Шуба. Память о героях Отечественной войны народа Абхазии будет вечно жить в наших сердцах, а их подвиг будет вдохновлять нас на созидание и укрепление государства, подчеркнул спикер. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев направил Бадри Гумба телеграмму со словами поддержки по случаю Дня памяти защитников Отечества. В этот день Южная Осетия вместе с абхазскими братьями и сестрами склоняет головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Абхазии. Мы помним каждого, кто с оружием в руках встал на защиту своей земли, кто не щадил себя ради будущего поколения, отмечается в тексте телеграмма. Бадри Гумба 14 августа исполнилось 44 года. Когда началась Отечественная война народа Абхазии, ему было 11 лет. С тех пор, как признался глава государства, его день рождения ни разу не отмечался. Как отметил пресс-секретарь президента Алхас Чулоку, по просьбе Бадры Гумба администрация также воздержится от публикации поздравительных телеграмм в адрес главы государства. Президент Абхазии не будет отмечать сегодня свой день рождения. Он его не отмечает все послевоенные годы, всю свою сознательную взрослую жизнь. Глава государства считает недопустимым, неправильным проводить какие-либо праздничные торжества в День памяти защитников Отечества, в трагическую печальную дату в новейшей истории Абхазии. Более того, я хочу сказать, что администрация президента сегодня воздержится от публикации поздравительных телеграмм в адрес президента Абхазии. Это и наша позиция, но прежде всего это требование главы государства. Память погибших защитников Отечества почтили в Гудауте. В церемонии возложения цветов приняли участие представители районной администрации, ветераны, военнослужащие, общественность и школьники. Десять карандашных портретов абхазских бойцов художника Руслана Габеля, карикатуры, высмеивающие грузинскую власть и армию, а также копии писем, написанных защитниками Родины и переданных журналисту Екатерине Бебе, были представлены в музее имени Сергея Дебар в Гудауте. По словам директора музея Гугуцы Джикерба, художник передаст музею более 100 портретов. Остальные работы и оригиналы писем представят в сентябре. Во время открытия ежедневной выставки зачитали несколько фронтовых писем, адресованных родителям и близким.
Память погибших защитников Отечества почтили члены делегации из Санкт-Петербурга. В сопровождении премьер-министра Владимира Дылба, вице-спикеров парламента Фазлыби Авицба и Астамура Аршба, а также посла России в Абхазии Михаила Шургалина, они возложили цветы к мемориалу в парке Славы в Сухуме. Делегация во главе с председателем законодательного собрания Питера Александром Бельским прибыла в международный аэропорт Сухума на первом рейсе, выполненном авиакомпанией iFly. А это кадры из аэропорта Пулково. Пассажиры Санкт-Петербург-Сухум проходят регистрацию, готовятся к вылету. Открытие регулярного авиасообщения с северной столицей России – большое событие как для петербуржцев, так и для жителей Абхазии. Так как в Питере проживают много наших соотечественников, рейсы будет осуществлять компания iFly дважды в неделю на широкофюзеляжном лайнере вместимостью более 300 пассажиров. Это значит, что билеты можно будет приобрести по доступным ценам, плюс сэкономить время для того, чтобы добраться до Абхазии. Удобно, рядом, да. Волнительно, первый рейс, давно не было. И по времени, и по нервам, наверное, меньше всяких проблем. Через границу переходить не надо, опять же. Да, летим не через Сочи, а прямо в Сухум. Да, экономия времени, ну, вообще все удобства. То есть очень рады и надеемся, это будет долгосрочный проект. Это отлично просто. Мы хотели изначально поехать, но так как далеко надо было на трансфере ехать, вот, и оказалось, что рейс 14 числа, и супер, мы просто сразу с удовольствием. Это очень удобно. Были в Абхазии, летали через Адлер, получается очень долго. На границе, пока там жара, еще тем более там стоять в очереди. На машине пока подъедешь, там 1,5 часа пробки, потом на контроле, там все забито, тоже час теряешь. Ну и ехать далеко. А здесь прямо приезжаешь в страну пребывания. В принципе, в плане транспорта это намного удобнее. Первый рейс из Питера, вот я сразу взял на него билет, отдал московский билет. У меня был на завтра из Москвы в Сухум, но я его отдал, сдал и взял сегодня в Сухум. И там очень удобно, на самом деле, там полчаса, и я уже в своей гостинице. Так что я сегодня вечером уже буду в Сухуме купаться в море. Перспективы сотрудничества Абхазии и Санкт-Петербурга обсудили президент Абхазии Бадыр Гунбай, председатель законодательного собрания северной столицы России Александр Бельский. Во встрече приняли участие вице-президент Беслан Беглава и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Глава государства поблагодарил гостей за то, что свое пребывание в Абхазии они начали с возложения венков к мемориалу славы. Уважаемый Александр Николаевич, дорогие друзья, позвольте поприветствовать вас в столице Абхазии, в Сухуме. Рад видеть вас. Мы буквально недавно побывали на Питерском экономическом форуме. В рамках проведения этого форума у нас состоялась встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем. Все те вопросы, которые мы обсудили, они очень активно реализовываются. И один из этих вопросов – это начало регулярного авиасообщения между Санкт-Петербургом и Абхазией. Мы благодарим за то, что такого рода решения принято. Знаю, что такие решения принимаются не просто так. При этом, несмотря на все сложности, мы сегодня можем отметить, что этот проект реализован. Уважаемый Александр Николаевич, дорогие гости, вы сегодня прибыли в особый день для нас, день начала войны. 33 года тому назад, буквально в это время, происходили первые столкновения между грузинскими войсками и абхазским ополчением. Сегодня совершенно другая мирная жизнь. Но несмотря на это, мы не забываем наших героев, не забываем ветеранов войны, которые ценой своей жизни отстояли право народа жить на своей собственной земле. Я благодарен вам, что вы до нашей встречи приняли решение, возложить цветы в парке Славы. Для нас это очень приятно, что не только мы чтим память людей, которые проявили героизм
и наши гости с большим уважением и относятся к нашей истории, к народу нашей страны. Глубоко уважаемый Бадр Зурабович, сначала я хотел бы вам передать теплый привет Александру Ильичу. Я знаю, что вы сегодня уже с ним созванивались и разговаривали. Так сложилось, что волею судеб мне повезло побывать в Абхазии. Первый рейс из Санкт-Петербурга. Мы тоже немножко переживали, каким он будет, но могу сказать, что при условии того, что это достаточно большой самолет, он был заполнен более чем на 50%. Это, несомненно, успех. Это рейс, который будет востребован, я уверен, жителями нашего города, всего Северо-Запада. Мне кажется, что это действительно такой большой шаг навстречу друг другу. Вы абсолютно верно отметили то, что на экономическом форуме была встреча, которая, я уверен, что превратится в такое плодотворное сотрудничество. Знаю о намерениях правительства города Санкт-Петербурга уже в следующем году подписать соглашение, зная то, каким образом работает наш губернатор и правительство, уверен, что оно будет наполнено серьезной дорожной картой. Те проекты, которые уже сейчас обсуждались, те проекты, связанные с образованием, то, что касается ребят, которые приедут уже, я знаю, есть договоренность к нам на стажировку, то, что касается возможности помощи по взаимодействию техникумов, так и, соответственно, школ. Уверен, что станет хорошей традицией это приезд выпускников, которые из Абхазии будут приезжать к нам на, наверное, один из самых лучших праздников в мире для выпускников это алые паруса. Поэтому здесь взаимодействие, конечно, наше будет налажено. Но важные моменты, конечно, связаны с тем, что на сегодняшний момент мы видим, как много меняется в Абхазии. Видим те проекты, которые вы сейчас пытаетесь реализовывать для того, чтобы вывести страну на абсолютно другой уровень. И здесь, конечно, мы готовы помогать. И с Александром Ильичем мы обсуждали вопросы, связанные с помощью, в том числе и в тех сферах, в которых Петербург добился достаточно серьезного прогресса. И все, что касается любой помощи, которая потребуется, я думаю, что Петербург обязательно поможет. Ночью и утром 14 августа Ростов-на-Дону, Белгород и Волгоград подверглись атаке беспилотников. В Волгограде обломки устройств упали на территорию Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, из-за чего нефтепродукты разлились и загорелись, сообщает губернатор Андрей Бочаров. В Волгограде ударили по зданию правительства Белгородской области. Беспилотник также атаковал легковой автомобиль, двигавшийся по городу. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, 3 человек пострадали. В полдень на полчаса была объявлена ракетная опасность. В Ростове-на-Дону беспилотник нанес удар по центру города. Ранены 13 человек, среди которых 2 детей, рассказал в РИО губернатор Юрий. Повреждены легковые автомобили и 10 многоквартирных домов. Эвакуировано 212 человек. 15 августа в 22:30 по московскому времени в городе Анкоридж на Аляске начнется встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Основными темами предстоящего саммита на Аляске будут мирное урегулирование украинского кризиса и торговый потенциал Российской Федерации и США, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Помощник главы государства добавил, что в программе политика встреча в формате тет-а-тет, переговоры по формуле 5×5 и совместная пресс-конференция. В составе членов российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По приглашению Алены Булгаковой, председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан, члены Общественной палаты Абхазии онлайн приняли участие в открытии российского благотворительного фонда «Помощь госпиталю». Поздравив участников встречи с открытием фонда, секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба выразила готовность развивать и укреплять плодотворное сотрудничество с Общественной палатой Российской Федерации.
Цехи по переработке ореха-фундука, которых в республике порядка 10 лет, испытывают нехватка сырья, несмотря на его общий достаток в республике. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу посетил предприятия в Ткварчалском и Галском районах, чтобы изучить проблему. Репортаж Шазины Ханакуа. В цехе царит оживленная атмосфера. Работники тщательно сортируют орехи, а современный фотосепаратор берет на себя трудоемкую часть работы, позволяя быстро отделять плоды нужного качества. Почти 80% автоматизировано, что заметно снижает физическую нагрузку и улучшает эффективность производства. Уже 5-й год в Ткварчалском районе действует цех по переработке фундука. Имеется и собственная сырьевая база. Посевы ореха занимают около 100 гектаров земли. В этом году собрано около 70 тонн. Урожай все еще продолжают собирать. Современное оборудование, высокий уровень механизации делают производство надежным и перспективным. Один стол может, вот у нас 3 стола, здесь стоят еще один 4-й стол на улице, но мы его не используем. У нас нет такого объема ореха, чтобы ломать. Может в день до 3 тонн вот наши 3 стола могут орех чищенный чистить, расфасовать, калибровать и подготовить к отправке. В цех принимают продукцию фундука и от сельчан. В зависимости от качества цена варьируется от 150 до 170 рублей. Предприятие способно подготовить и экспортировать до 700 тонн очищенного ореха в год. Для производства 500-600 тонн готовой продукции требуется около 1500-2000 тонн неломанного ореха. В этом и заключается основная проблема. В последнее время заметно, что орех в скорлупе начал экспортироваться в Грузию, что, безусловно, сказывается на работе цеха. Мы не можем заключать договора с какими-нибудь такими крупными потребителями, кондитерами, оптовыми покупателями из-за того, что мы не можем объем подготовить. Министр сельского хозяйства посетил цех по улице Кецба в Галском районе. Цех работает уже 8 лет и обеспечивает рабочими местами местных жителей. В начале сезона было 15 рабочих, однако из-за малого объема сырья сегодня работают всего лишь 5 женщин. В данный момент я принимаю 160-165 рублей хорошего качества. Смотрим качество, ломаем мы 100 штук. Из 100 штук, сколько хорошего выйдет, на 18 рублей умножаю. После покупки орех проходит несколько этапов обработки. Продукция поступает в сыром виде, поэтому ее сначала сушат в специальных баках. Затем орех калибруют, ломают и отправляют по ленте к рабочим для сортировки. Отделяют хороший орех от плохого. Готовая продукция реализуется в Москву. Тонн 50-60 я отправила, работала где-то 4 месяца. 4 месяца работала, остальное время мы сидели. А зарплату платила я впустую людям. Я же не могу людей отпустить домой, то что нету работы. В Галском районе министр сельского хозяйства посетил еще один цех по улице Векуа. Ситуация здесь такая же. Весь рабочий процесс выполняется вручную и включает несколько этапов. Цех обеспечивает рабочими местами около 20 человек. Ежедневная заработная плата составляет от 1000 до 1500 рублей. Многие не понимают, что вот прямой свой урожай можно привозить в цех, потому что вот на рынке сидят вот люди, как бы сказать в народе, можно сказать, перекупщики, посредники, да, сдают им, потом они не имеют как бы своих цехов, свое производство, они уже привозят в цех. Можно сделать так, чтобы вот напрямую были вот эти все моменты. Вот крестьянин, например, который вот собрал урожай, прямо привозил бы в цех. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу и глава администрации Галского района Константин Пиль обсудили сложившуюся ситуацию. В районе работают несколько предприятий по переработке ореха. Только 2 из них получили государственную помощь, остальные построены за счет средств самих хозяев. Главное, конечно, это сельчанин, это крестьянин выращивающий. Главное, чтобы ему не нанести вред. Его что вы сегодня работу сделали по изучению этой проблемы. По итогу, наверное, уже совместно выдадим тот или иной результат. Наши предприятия первым долгом должны быть обеспечены сырьем
прежде чем предприятия, которые находятся за пределами Абхазии, если это не повлияет на ценовую политику для крестьян. Да, самое главное, это самое главное. Урожай ореха в Абхазии в этом году хороший. На территории республики насчитывается более 10 тысяч гектаров ореховых плантаций, и потенциальный объем производства составляет 15-20 тысяч тонн. Через российскую границу в разные годы по таможенным данным перевозилось от 6 до 12 тысяч тонн орехов. В этом году ожидается, что объем экспорта будет значительно больше, поскольку государство оказало большую помощь крестьянам, предоставило необходимые препараты и химикаты для ухода за плантациями. Уже третий год подряд государство, я имею в виду, обеспечивает наши районы достаточным количеством препаратов. Эти препараты приобретены по линии развития сельского хозяйства местным бюджетом Республики Абхазия, и также приобретены по гуманитарной линии. И Минсельхоз нам помог России, также и международные организации, но большое количество, конечно, мы приобретаем именно необходимое количество именно из бюджетных средств. И поэтому мы смогли обеспечить районы, что сказалось на урожайности. В Абхазии созданы до 10 предприятий по переработке орехов. Они испытывают нехватку сырья, несмотря на его общий достаток в республике. Проблема заключается в том, что значительная часть орехов в скорлупе вывозится из Абхазии, преимущественно в сторону Грузии. Перекупщики перехватывают товар, хотя порой в цехе за него предлагают лучшую цену. Должны просто выйти с предложением к руководству, потому как к нам обращаются. Будет официальное обращение тоже к руководству Абхазии от Ассоциации ореховых производителей. И мы должны пойти навстречу, изучив ситуацию, чтобы это не повлияло ни в коем случае на ценовую политику, чтобы крестьянин мог продать по той же цене. То есть на сегодня мы изучили и знаем, что такая же цена, как и для тех, кто перевозит через границу в скорлупе, и предприятия. И в то же время мы получим, что крестьяне продадут выгодно свою продукцию, и наши предприятия тоже будут работать. После детального изучения проблемы планируется обратиться к руководству страны с предложением рассмотреть вопрос о временном запрете вывоза орехов в скорлупе за пределы республики. Шазина Ханагу, Константин Парулова, Абхазское телевидение. В завершение выпуска информация о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 15 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.